История этого живописного села похожа на историю многих других населенных пунктов Крыма. В XVIII веке часть местных жителей выселили в Приазовье, а в XX почти все село, преимущественно состоявшее из крымских татар, отправили в далекую Среднюю Азию и на Урал. Сегодня жители Коза делятся своими воспоминаниями о том, какими были их родные места до депортации. Birinci yüzümcülük, ondan soң ev yapaylar, çobanlık çok, bunda mal çok olgan eken, koyun çok olgan eken. Demircilikten uğraşkanlar, meyvacılıktan uğraşkanlar, bağ-bahçe olgan. Hatta öyle bir neler meyve olgan, tek bunda öse eken. Soң yemişleri var başka yerden buğday avuştırırlar. Anlaşıp bunda buğday olmagan. Академик и путешественник Петр Паллас, посетивший Крым в конце XVIII века, восхищался мастерством местных виноградарей. Все вышеописанные долины покрыты самыми превосходными и плодородными виноградниками. Татары этих мест по справедливости считаются лучшими виноградарями в Крыму. Петр Симон Паллас. Именно в селе Коз выращивали уникальные сорта винограда, популярные далеко за пределами Крыма. Pek de yaxşı üzümler öse eken. Көк пандас, қара пандас, екім қара. История села Коз берет свое начало со времен Византийской империи. Старейшее из сохранившихся здесь сооружений – храм святого пророка Илии, датируемый XI веком. В селе Коз было 2 мечети. Ни одна из них не сохранилась до наших дней, но зато возведены 2 новые. Kozda mektep vardı. Eski bir cami vardı. Camide abırda kantora var. Ama oralarda cami, ben o cami aklımda bileyim o camiyi. O da alçak bir ev çıktı. Öyle bir camiyi de bozganlar. Bir camiyi eseletin bozaylar da bir adam onu men bozarım diye. Bu bozay ama o camiyi ayak tutulup kalıyor. Cenk vaxtında Revolütsiya vaxtında onu anıq bilmeyeyim. Mektep, cami, eski evler hepsi bozuldu. Село Коз окружено величественными скалами, каждая из которых имеет свое название. С природой этих мест связано много легенд. Dağların adlarını hepsini ezberden biliydik. Burada Pandaşa. Niçin Pandaşa bilmem. Bir palyaçka gelmiş mi, Pani Daşa. Bunun için Pandaşa. Ondan sonra Sürükaya. Abiyanda Toğsurt. Bulaban, onda bizde çıkandıkta teke atan, teke yatan mı, teke atan mı, bizim teke gensin atsa teke atan. Onun için sporный вопрос. Teke yatan mı, teke atan mı? O yanda Порская. К концу XIX века в селе Коз проживало около 1000 человек, из которых более 800 были крымскими татарами. Kozda 180-200 koranta yaşayken cenkten evvel. Onların içinden 7 dönem, 8 dönem başka koranta. Birkaç tane, 4 dönem kaç tane Rus, Ermeni, Rum. Hepsi olup, onlar 8 koranta olganlar. Kalanı hepsi bizim korantamız. Birbirlerine varıp, birbirlerine el tutup, yardım etip, öyle yaşayakenler. Pekmebet yaşayakenler. После депортации крымских татар в 1944 году село Коз было переименовано в Лагерное, а спустя 20 лет – в Солнечную долину. Однако об исконном названии Коз напоминает стелла на въезде в село. Ее автор – известный крымско-татарский скульптор Ильми Аметов. Он же создал памятник погибшим во время Второй мировой войны козцам. Этот памятник был установлен где-то в 2005 году. Решили установить на том месте, где раньше стояла мечеть. Около мечети росла большая шелковица. Когда мы вернулись с депортации, это была высохшая спиленная шелковица, торчал ее пень. Ильми тогда Рахметле сделал как символ того, что это возрождение, возвращение народа к своим истокам. И вот эта ветвь
как будто снизу новая пошла, обвивая новые ветви, ожила эта шелковица. Сегодня крымские татары составляют четверть населения Коза. Среди них уроженцы села, а также их потомки. Это дом моей мамы. В 1944 году из этого дома их депортировали. Печальное зрелище, конечно. Подходя сюда, каждый раз испытываешь боль за то, что с нашим народом натворили в то время. Я сюда всегда хотел вернуться. Еще ребенком первый раз сюда я приехал вместе с родителями в 1970 году. И тогда вместе с мамой мы часто приходили сюда, гуляли около этого дома. Когда меня спрашивают часто, почему именно сюда приехал, здесь мои корни, здесь жили мои предки. Здесь горы, лес, море – это Крым.